Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В рамках рабочего визита руководителя управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова состоялся ряд встреч с руководством Абхазии. В Агу прошла 5-я международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». В центральном офисе «Амобайл» состоялась траурная церемония прощания с российским и абхазским бизнесменом и меценатом Евгением Палантом. В Абхазии с рабочим визитом находится российская делегация во главе с руководителем управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. 1 июля президент Абхазии Аслан Бжани и Игорь Маслов посетили ряд объектов, первым из которых стал международный аэропорт Сухум имени Владислава Арзенба. Здесь же обсудили дорожную карту проекта восстановления авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Ни на один день отставания быть не должно. Если есть хотя бы незначительное отставание, мгновенное реагирование. Потому что время – это сейчас очень важный фактор. Потенциальный инвестор должен свои обязательства выполнять в срок. Если что-то пойдет не по плану, мы заранее об этом должны знать. Затем глава государства и члены российской делегации выехали в Тхуарчалский и Ощемчирский районы. Осмотрели Бедийские и Мокские храмы. В Агубейзе их встретила руководитель фонда спасения Бедийского храма Белла Аршба. Она рассказала об истории святыни, проблемах, о том, что, несмотря на все прилагаемые усилия, храм разрушается. Президент Аслан Бжани отметил, что Бедийский храм – один из важнейших объектов историко-культурного наследия, и его реставрация должна стать одним из приоритетных направлений в ближайшем будущем. В завершении поездки Аслан Бжани и Игорь Маслов побывали в туристическом комплексе «Тамыш». Расширенный репортаж о поездке смотрите в нашей вечерней программе 2 июля. Утром 1 июля с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым встретился премьер-министр Александр Анкваб. Во встрече принял участие руководитель администрации президента Алхаз Квицыня. Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера. В частности, Александр Анкваб и Игорь Маслов подробно обсудили взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствование правовых основ, надежно гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможности реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных с нею отраслей. В контексте инициативы поручений президента Абхазии Аслана Бжани отдельно были затронуты и проблемы, связанные с автомобильным и пешеходным пересечением российско-абхазской границы. Александр Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Российскую делегацию во главе с Игорем Масловым также принял спикер парламента Лаша Ашуба. Во встрече участвовали руководитель администрации президента Алхаз Квицыня, вице-спикеры Народного собрания Фазылбей Авицба и Ашот Минасян, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов. Обсуждался ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества. Лаша Ашуба также поднял тему упрощения пересечения абхазо-российской границы и актуальности открытия авиасообщения. Стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество. Игорь Венедиктович, вас в Абхазии хорошо знают, относятся с большим уважением. Знаем, что в начале 2000-х вы работали с Абхазией. Хорошо относимся и ценим тот вклад, который вы внесли в развитие абхазо-российских отношений. Та работа, которую проводит Российская Федерация, помогая развитию Республики Абхазия, она, безусловно, нуждается в таком надежном партнере. И надежный партнер, у нас много друзей в Абхазии, но надежный партнер для нас – это когда конструктивное взаимодействие всех органов власти.
Александр Анкваб поздравил первого главу дипломатической миссии России в Абхазии Семена Григорьева с днем рождения. В телефонном разговоре премьер-министр с благодарностью отметил личный вклад чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в становление и развитие российско-абхазских межгосударственных отношений, в укрепление союзнических отношений между двумя странами. Александр Анкваб пожелал Семену Григорьеву доброго здоровья, долгих счастливых лет и дальнейших успехов на дипломатической службе. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба поздравил министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева с 30-летием со дня образования внешнеполитического ведомства. Отметив традиционно теплые отношения между МИДами двух республик, Инал Арзенба выразил готовность к продолжению полноформатного сотрудничества. В Москве простились с Евгением Палантом. А в Сухуме его коллеги и друзья пришли к главному офису Амобайл отдать дань памяти талантливому бизнесмену и человеку с большой буквы. Евгений Палант и его супруга были убиты в Подмосковье 27 июня. Эту новость в Абхазии восприняли с большой печалью. Евгений Палант был не только предпринимателем, но и меценатом. Он оказывал поддержку в развитии культуры республики. Человек огромного масштаба, невероятный, добрый, родной. Именно так со слезами на глазах вспоминают Евгения Паланта. У главного офиса компании «Амобайл» сегодня многолюдно. Общественные деятели, друзья и коллеги Евгения Яковлевича пришли отдать дань памяти человеку с большой буквы. Сотрудникам тяжело говорить в прошедшем времени о человеке, который стоял у истоков становления компании. Ведь во многом благодаря его талантливому руководству и острому уму Амобайл стала процветающей, полезной и востребованной. Был настойчивый в своих взглядах, принципиальный во многих моментах. И все это он передавал нам, своим, так сказать, коллегам. Мы ему благодарны за все, что он сделал для нас. Он был неординарный, поистине выдающийся человек. Все, за что Женя брался, преображалось в свою лучшую форму. Женя обучил, вдохновил и направил очень многих наших молодых людей. Добрые глаза, искренняя улыбка и огромное сердце, которое не делило людей на своих и чужих. Евгений Яковлевич был не только руководителем и духовным наставником, он был другом, который сопереживал, умел поддержать и сказать нужные слова в трудную минуту. Он мог зайти в кабинет, попросить сварить ему чашечку кофе, потому что он говорил, именно у вас его вкусно варят. И я уверена, что он так говорил, заходя в каждый кабинет. И вот за этой чашечкой кофе с Евгением Яковлевичем можно было обсудить и далеко не рабочие вопросы. Он мог спросить, как у вас дома дела, как в семье. И если он спросил, значит, он на самом деле этим интересовался. Он не просто так это спрашивал. Среди собравшихся много деятелей культуры, и это не случайно. Евгений Яковлевич любил искусство во всех его проявлениях. Особенно трепетно относился к театру. Он был меценатом Государственного русского театра драмы имени Искандера. На официальной странице театра сотни комментариев сочувствия. Многие лично не знали Евгения Паланта, однако слышали о его добрых делах и масштабной деятельности на благо экономики и культуры Абхазии. Очень любил нас, любил наших артистов, наши спектакли и, конечно, очень помогал нашему театру. Я эту помощь всегда ощущал, знал, что он, если какая-то сложная ситуация, он обязательно будет рядом. И для нас, конечно, это вот такая, знаете, человеческая потеря очень большая. Конечно, его любимым проектом был Росдрам, и он всегда искренне радовался этому. Вы знаете, я его как-то спросила, почему он, человек, который занимался таким инновационным, да, направлением в бизнесе, почему его так вот привлекает. Он очень любил оперу, очень любил музыку, театр. Он сказал о том, что вот именно это направление ему помогает принимать решения в его главном деле жизни. Да?
И мне кажется, его вот ресурсная поддержка, да, его какая-то финансовая поддержка, она была несравнима с его эмоциональной и таким вот личностным включением. Очень трудно говорить и очень трудно осознать, что такое могло случиться. Все время хочется плакать. Я потеряла очень близкого человека, очень близкого друга. Человека, который абсолютно любил искусство, искусство в себе. В нем было столько любви к нашему русскому театру в Абхазии. Он столько сделал для своих друзей, он был великим меценатом. И очень трудно потерять его. И я до сих пор не понимаю, как такое могло произойти. Я сочувствую всем нам, я сочувствую всем друзьям, которые любили и обожали этого человека, потому что он умел дружить. Евгений Яковлевич много лет помогал и Абхазскому драматическому театру. Он тесно сотрудничал с Министерством культуры, благодаря чему было реализовано множество проектов. Я на всю жизнь запомнил, с теплотой буду вспоминать наши с ним беседы. Мы с ним беседовали довольно часто и подолгу. Мысли свои оригинальные он всегда излагал очень доступно. И меня всегда поражало то, как он понимал Абхазию, особенности абхазской жизни. Он это все понимал до тонкостей. Евгений Палант был влюблен в Абхазию и вкладывал свои силы, опыт и ум в ее развитие. Об этом говорят не только его друзья и знакомые, а в большей степени его дела. Ведь невозможно без уважения и искренней любви к стране развивать бизнес, делать его процветающим и работать на благо общества и государства. Женя был очень хорошим человеком, прежде всего, но, как мне кажется, очень важно отметить его особые качества. Женя Палант был одним из первых инвесторов в республике, который успешно реализовал здесь бизнес. Это пример того, как можно жить и работать в Абхазии, участвовать в общественной жизни страны. Очень больно думать о том, что его больше нет рядом с нами. Евгений Палант – это уважаемый человек, это заслуженный человек. Он имел отношение к созданию одной из крупнейших высокотехнологичных компаний в Республике Абхазия и ряд других проектов успешно реализовывал. Мне кажется, что утрата такого человека – это невосполнимая потеря не только для членов его семьи, родственников, но и для того огромного коллектива, который он создал. Кроме вклада в экономику и культуру страны, Евгений Палант был известным благотворителем. Было все – от поддержки благотворительных фондов и еврейской общины до помощи коллегам в период пандемии COVID-19. Евгений Яковлевич был одним из первых, кто поддержал КБФ «Ашана» и на протяжении 10 лет принимал участие в деятельности фонда. Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Я думаю, что нам понадобится время, чтобы осознать, какого человека и друга потеряла Абхазия. А с недавних пор Евгений Палант являлся соучредителем Универсал-банка. И это тоже был еще один успешный проект талантливого предпринимателя. Был большим профессионалом банковского дела. До глубины он понимал и проблемы, и возможности нашей банковской системы Абхазии. С приходом Евгения Яковлевича в наш банк мы получили большой импульс для работы и роста. Евгения Яковлевича на днях ждали в Абхазии. Вместо долгожданной и теплой встречи печальная весть о смерти. Сегодня А-Мобайл сменила свой логотип на траурный, ведь ушел поистине значимый человек не только для их компании, но и для всей Абхазии. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. К другим новостям. Прокуратура Сухума проводит проверку по факту оставления матерью малолетнего ребенка. По информации, поступившей 30 июня из Сухумской детской поликлиники в столичное УВД, гражданка Абхазии, данные которой не разглашаются до окончания процессуальной проверки, оставила свою малолетнюю дочь 2021 года рождения с запиской о том, что не вернется за ребенком у своих знакомых в городе Сухум и ушла в неизвестном направлении. В настоящее время девочка достаточно
доставлена в медучреждение. Мать ребенка ранее была лишена родительских прав в отношении двоих других несовершеннолетних детей. По данному факту прокуратуре города Сухум поручено дать оценку действиям комиссии по делам несовершеннолетних, службы опеки и попечительства администрации города Сухум, социальной службы. Генеральная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту оставления ребенка в опасности. В Агу прошла 5-я международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». Организаторами являются Абхазский государственный университет, Кубанский государственный технологический университет, Центр социокультурных исследований, Высшая школа экономики и Российско-армянский университет. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Ежегодно на базе АГУ проходит международная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». Целью научного форума является организация конструктивной интеллектуальной дискуссии по актуальным вопросам, касающимся проблем глобализации, этнокультурной идентичности и межкультурной коммуникации. Глобализация реализуется в сфере массовой коммуникации, а именно ее природа является средством телевидения, радио и интернета, обеспечивающая массовость и одновременно охват аудитории, отметил доктор философских наук, заведующий кафедрой журналистики АГУ Гурам Амхуаб, зачитывая свой доклад по теме «Глобализация как современная проблема журналистики». Продолжением эпохи глобализации становятся фейки, ложь, дезинформация. С появлением неверифицированных каналов информации, особенно когда мы говорим об анонимном канале Telegram, где не всегда возможно идентифицировать автора. Потому эта проблема всегда нарастает и вызывает обеспокоенность в обществе. Масштаб проблемы большой, он требует новых подходов, которые будут противостоять лжи, создаваемой новыми режиссерами, используя новые технологические инструменты. Доктор философских наук Татьяна Щедрина зачитала доклад о советском лингвисте Николае Жинкине, который стоял у истоков психолингвистики. Тема – феноменология и сухумский обезьяний питомник. В конце 60-х Николай Иванович занялся проблемой звуковой коммуникативной системы у обезьян. Свой эксперимент он проводил в Сухумском обезьяньем питомнике Академии медицинских наук. Спрятавшись за большой камень в свободном вольере, Николай Жинкин издавал похожие на обезьяний язык звуки. Настороженное молчание обитателей вольера вскоре начинало прерываться ответными криками или же животные убегали. Эти реакции означали, что издаваемый человеком звук понят, коммуникация установлена. Когда ау-оу, то есть обезьяны, гамадрилы произносили этот звук именно тогда, когда они терялись. Они терялись друг от друга, и это очень соотносится с ау у людей, когда они тоже терялись. И он это специально, этот знак, и описывает именно в перекличке с ау, именно с ауканьем людей. В настоящее время мир находится в точке бифуркации, то есть в ситуации выбора будущего. Еще одна тема доклада. Вал мировых событий накрыл планету. Украина, санкции, инфляция, дефицит энергетических ресурсов, экономическая война, раздрай внутри стран Запада и много других факторов сегодняшнего дня требуют осмысления и собирания этой мозаики в единую картину происходящего. О своем видении сути глобальных перемен рассказал доктор философских наук профессор Иван Тарба. Когда идет смена однополярного мира на многополярный. Для этого давно созрели объективные предпосылки с того времени, как США и коллективный Запад перешли все границы и рамки приличия. Сегодня, в период спецоперации России в защиту Донбасса, США и Запад снабжают нациков вооружением, инструкторами и добровольцами. Они напрямую поддерживают нацистов, фашистов, которые уже потеряли человеческий облик. Вот вам США, образец в кавычках демократии. Глобализация в целом – это слияние национальных рыночных систем в единый мировой рынок. Бесспорно, у этого процесса, особенно с экономической точки зрения, есть масса плюсов, отмечали участники пленарного заседания. Сария Кварцхеля, Арина Гухава, Абхазское телевидение.
3 июля в Сухуми отметят День города. Администрация столицы запланировала ряд мероприятий, которые пройдут на набережной Махаджиров. Начнутся они с 12 часов с праздника для детей. В 16 часов на набережной откроется фотовыставка «Ауа». Здесь же состоится выступление вокально-инструментального ансамбля «Гунда». В 21 час 30 минут жителей и гостей столицы порадует праздничный фейерверк, после которого начнется концерт группы Red Rocks. Кроме того, с 19 часов на платформе ГУМА будет работать кинотеатр под открытым небом. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 2 и 3 июля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу временами дождь, местами ливневого характера. Гроза, туман. В воскресенье во второй половине дня возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 17-22, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.